Окружная администрация города Якутска утвердила проекты горожан, получающих софинансирование в этом году в рамках проекта «Народный бюджет-2021». Народный бюджет – это проекты народных инициатив. Инициаторы вкладывают свои средства и свое время. Муниципальный бюджет дает небольшую субсидию для реализации проекта. Окружной администрацией города Якутска был осуществлен сбор заявок от горожан на софинансирование проектов. Всего поступило 58 заявок по 4 основным направлениям. Общая запрашиваемая сумма по заявкам составила 59,9 миллиона рублей. Но вмешалась пандемия, которая отразилась на финансировании народного бюджета этого года. Поэтому, к сожалению, в этом году на финансирование проектов 2021 года остается совсем небольшая сумма. Вот комиссия сейчас рассматривает все эти проекты. Наверное, как-то постараются поддержать проекты, направленные на благоустройство, потому что все-таки год благоустройства начался. Но уже рассмотрели социальные проекты, на мой взгляд, очень интересные проекты. По итогам заседаний конкурсной комиссии победителями стали 8 проектов. Всего на сумму чуть более 4 миллионов 600 тысяч рублей. В эти проекты вошла инициатива СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия», сквер памяти поколений, Новгородское кладбище в районе старого кладбища в местности Хатын-Юрях, Белое озеро. Инициативу поддержала Якутская городская дума и музей города Якутска. Была проделана определенная работа по историческому изучению данного вопроса и привлечению ресурсов инициатора проекта. В третьей четверти 19 столетия казаки якутской казачьей команды стали официально наделяться землей. Большинству казаков выделяли участки по течению речки Хатын-Юрях. Вот если кто вдруг не знает, то Хатын-Юрях это не озеро, Хатын-Юрях это речка, которая вытекает из озера Итыкёль и впадает в Белое озеро. Первые участки были выделены в верхнем и среднем течении примерно в 50-х, 60-х годах 19 века. На первой дамбе, на второй дамбе, и здесь стояли большие такие хорошие казачьи дома. Их использовали до сих пор. Один из таких исторических объектов, большой балаган семейства Новгородовых, одного из самых крупных казачьих семейств, которые получали земли в нижнем и среднем течении Хатын-Юряха. Этот балаган, он сохранился, он стоит, хозяева тут есть этого балагана. Мы посчитали, что ему больше 100 лет. Достойный объект статуса объекта культурного наследия, честное слово. Там, где казаки жили, там же они, в общем, недалеко хоронили своих умерших. Это довольно распространенная традиция. Далеко не всегда люди вывозили своих мертвых на кладбище далеко от дома, как мы это делаем сейчас. Одно кладбище казачье находилось в среднем течении Хатын-Юряха, недалеко от современной газораспределительной станции. К сожалению, в 90-е годы оно было уничтожено. И второе кладбище – это это кладбище, которое мы сейчас с вами видим. У нас есть историческая архивная справка, которую нам выдали в Государственном архиве по материалам архивных дел. Из материалов этих дел, они даже копии одного из документов нам приложили. Здесь посемейные списки. В документах 1890-х годов упоминаются размежованные земли в местности Уряхинская, Юрях и так далее. Вы здесь видите наши с вами любимые хатын-юряхские дачи. Не удивляйтесь, что они выглядят так далеко от города, потому что город, он маленький совсем. Вот он, наш город Якутск, едва достающий до современной площади Орджоникидзе. Эта карта 1917 года зафиксировала существующее на тот момент положение дел. Тут похоронены по преимуществу представители семейства Новгородовых, представители семейства Лукиных,
семейства Сергеевых. Если вы будете ходить и внимательно смотреть под ноги, вы увидите очень много уже таких западин. Да, это не естественные ямы, это провалившиеся могилы, что говорит о том, что могилы эти, им не меньше 100 лет. То есть вот по нашему опыту, я археолог по специальности, имеется вот такой вот надгробный камень. Да, он там лежит. Лежит, слава богу. К сожалению, порушенный, поэтому надпись, увы, нечитаема. Но проведенные мною несколько лет назад исследования по Алекминскому, Хангаласскому районам и территории города Якутска показывают, что вот такие надгробные плиты характерны для погребений конца 19-го, начала 20 века. После революции такие погребения уже не делали. Что лишний раз доказывает, что кладбищу этому более 100 лет. Вот такая информация, и кладбище это безусловно является объектом нашей памяти, местной достопримечательностью, сохраняющей память и о казаках-первопроходцах. Новгородовы это очень старинные, древние, можно сказать, род якутских казаков, которые появились здесь в Якутии уже в 17 веке. Вот, по документам 18 века зафиксированы большие роды Новгородовых, Гатиловых, которые покоятся вот на этом кладбище. Сложность этого проекта связана с определением земельного участка старого кладбища. Так как данный участок не был поставлен на регистрацию муниципалитета, поэтому стал вопрос о разрешении использования этого участка. Поэтому по инициативе нового главы управы Гагаринского округа Евгения Сидоренко совместно с инициаторами проекта провели совещание на данном земельном участке. Были приглашены жители близлежащих дачных участков и родственники захороненных людей на старом кладбище. Пригласили главного архитектора города Якутска Семена Сергеева, депутатов Якутской городской думы. Разговор получился конструктивным. Все вы знаете, что в окружной администрации работает уже давно программа «Народный бюджет». Я являюсь членом вот этой комиссии. И на заседании, когда мы рассматривали вот вопросы по инициативе Олега Желанина, вы, наверное, все в курсе тоже, ваш проект был поддержан и одобрен, и финансирование было выделено именно для реализации в этом году. Ну, тут, конечно, были представлены проблемные вопросы и в части оформления земли, и в части возможности ухода. Эти вопросы сейчас решаются. Мы сейчас, как архитектор, я сейчас для себя должен был сегодня выехать посмотреть, как будет расположена здесь проезжая часть, и вообще как ограждение. Но я для себя вижу, что тут надо просто оградку нормальную, хорошую такую поставить, соответствующую по архитектуре. По нововведениям российского законодательства данный участок может иметь 3 вида разрешенного использования. Все эти виды имеют земельные ограничения близ лежащей территории. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры города Якутска провел определенную работу и предложил вид разрешенного использования «сквер» – общественное пространство. Основной задачей ставилась перед нами, перед департаментом, это сохранение данного места. Сохранение мы видим это одним из мероприятий, это формирование земельного участка, чтобы не было в дальнейшем, в будущем перераспределений или каких-то других мероприятий, то этот земельный участок мы сейчас уже находится на стадии согласования границ данного земельного участка. Сегодня тоже выехал для того, чтобы конкретно посмотреть, как осуществляется заезд к земельным участкам, как осуществляется мероприятие по выездом из дворовых территорий именно в части данного участка. Мы эти все мероприятия, конечно, при формировании земельного участка будем учитывать. Что касается мероприятий, по какому виду разрешенного использования будут формироваться земельного участка. Тут у нас стоит 2 мероприятия, по которому нужно будет с вами согласовать. Первое, если мы будем его формировать как территорию общего пользования, то
получается, никаких мероприятий о существовании здесь кладбища, как в принципе такового, не будет. Он будет сформирован как территория общего пользования в виде там общественного пространства или сквера. Один из видов. Он наиболее-менее безопасный со стороны того, что не будет никаких наложенных ограничений для соседних примыкающих земельных участков. Определить территорию как территорию общего пользования, огородить и на этом завершить как бы мероприятие. Вот здесь, например, департамент предлагает выбрать по первому пути. Председатель республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пояснил по виду разрешенного использования этого земельного участка. Я, например, здесь предложил бы, вот по федеральному закону ФЗ-73, сделать достопримечательным местом. Если это будет достопримечательное место, то уже там границ, защитных зон, охранных там не будет. Только вот по территории, которую мы по кадастру определим, да, вот это будет достопримечательное место. И назвать его там, допустим, вот погост, там старинный погост, там казаков новгородовых, там, да, ну здесь основной там это было. Потому что, ну вот я когда в свое время жил на квартале, когда он еще был новый, только построенный, учился 22-й школы, и там частенько Новгородова привозили отсюда, жили они там, на санях, там, в тулупе такое было. Инициатор проекта отчитался о проделанной работе и высказал мнение, что дальнейшая работа зависит только от предстоящих изменений ввиду разрешенного использования. Жители и родственники захороненных людей высказали свои предложения и претензии. Глава Гагаринского округа подвел итоги совещания. Уважаемые жители, да, еще раз информация, да, в течение месяца департамент градостроительства определяет точки, после этого начинается облагораживание нашей работы по облагораживанию сквера. То есть вот таким образом, да. Естественно, пока не дают добро, ни один представитель ничего здесь сделать не может. Поэтому давайте мы, наверное, подытожим, да, вот какие-то моменты. Права ваши не ущемляются. Все, я так понимаю, голосуют за этот сквер. Присутствующие одобрили данную инициативу. Чтобы закрепить вид разрешенного использования, сквер – общественное памятное место, инициатор проекта СМИ «Телепрограмма. Точка взаимодействия» проводит георадиолокационные исследования старого кладбища для уточнения мест захоронений. Также предстоит создать план сквера памяти поколений для выполнения дальнейших работ по благоустройству земельного участка.